Вооружившись цветными карандашами и кистями, воспитанники Дома культуры Алкуна показывают свое видение Великой Победы. Для Хавы Евлоевой это вечный огонь, который символизирует память народа о павших героях, борцов за свободу и честь Родины. Я предпочла рисование, мне оно очень понравилось. Рисую я с 6 лет. Помогает очень тут хорошо. Я решила нарисовать этот рисунок, потому что я считаю, что мы должны помнить и не забывать, что несмотря на страх, несмотря на теряя любимых, голод, они не теряли одно – веру в победу. Я решила нарисовать этот огонь, вечный он огонь. Мне он понравился, я решила отправить его на конкурс, а так я рисую пейзаж. Акция «Рисуем победу» проводится с целью формирования и развития у детей и молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Дети на основе услышанного и осознанного исторического материала показывают, как ковалась победа. Вариантов много. Вечный огонь, как у предыдущей участницы, знамя победы, флаг Советского Союза или же белый голубь мира. Пусть летит от края до края, голубь мира, белое крыло, черные силы тучи разгоняет, пусть несет надежду и добро. Это стихотворение посвящено голубю мира, так и моя работа. Делала я ее 4 дня. Работа моя сделана из черной и белой ниток на белой основе. Одна из номинаций называется «Детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство». Своими руками из картона, бумаги и красок воспитанники ДК попытались на примере поделки показать символы победы. Над этой работой трудился весь класс. Первый голубь мира, я листочка живой, егаш хаяй, ромашка жигаш хаяй, а я в танке кянкаш хаяй. С каждым годом интерес к акции «Рисуем победу» только растет. По итогам 2022 года в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек. Дети России и их сверстники из государств СНГ заявили всему миру, что они помнят своих героев, четко знают, кто победил во Второй мировой войне, спас мир от фашизма. Каждый ребенок предлагал свою идею. Вот можно я в этой номинации буду участвовать, потому что номинаций было много, как я уже говорила. Можно я в этой номинации поучаствую, попробую? Ведь самое главное, вот и школы, и домов культуры, это выявить и поддержать талант детей. Это самая главная задача. Развивать творческие способности детей. Работы для участия в конкурсе можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции www.рисуемпобеду.ру с 23 февраля до 1 мая. Итоги акции подведут в День Победы. Муслим Ганиев, Абдулла Халухоев, Новости 24.